Только за последние 2 года в республике построено свыше 100 тысяч квадратных метров жилья. Это целый ряд жилых домов в Магасе, в Назране. Построены жилые дома для беженцев из Чеченской республики. Это в населенных пунктах Бердюрт, Барсуки, Гамурзиево, Газиюрт, Ачулуки и в других населенных пунктах. Запланировано свыше 100 домов для этой категории населения и вот в текущем году. Особое внимание мы уделяли развитию инфраструктуры предприятий жизнеобеспечения. Несмотря на определенные сложности, связанные с ограничением объема финансовых средств, мы изыскиваем эти возможности и делаем все, чтобы решать проблемы населения и решение проблем, которые сегодня стоят вот перед республикой в плане создания предприятий бюджетообразующих. В частности, я хотел бы вот подчеркнуть и вот такую цифру, что только за последние 2 года сданы в эксплуатацию более 40 километров газопровода, 12 километров линий электропередач, 83 километра водопровода. Построено 96,5 километра дорог с твердым покрытием. Реконструированы и отремонтированы дороги общей протяженностью свыше 120 километров. Ну и я хочу очень вот, отметить еще немаловажный факт, то, что мы построили очень много мостов. Это общей протяженностью свыше 200 погонных метров, то есть это 17 мостов, а вот если брать вот вот общая протяженность в метрах, это свыше 200 метров. Я указал лишь такие вот небольшие цифры, далеко не полный перечень того, что удалось сделать за эти несколько лет последних, но мы осознаем, что и в следующем году, и вот в нынешнем текущем необходимо сделать значительно больше. Если вот просуммировать и проанализировать то, что сделано, можно отметить положительную динамику в целом. Но, конечно, работа еще предстоит большая. Мурат Магомедович, вот с 1993 года работники правоохранительных органов, работая в режиме чрезвычайной ситуации, не получали эти выплаты. И только вот в конце 2003 года и 2004 года люди начали получать эти суммы. Это довольно-таки значительные суммы, и люди действительно начали решать очень многие свои проблемы. Это и жилищные, и другие. Да, действительно, это большое подспорье. Здесь была проведена, я считаю, такая огромная работа. Мы эту работу провели в правительстве Российской Федерации, в МВД Российской Федерации. И я обращался даже лично к президенту Российской Федерации по этому вопросу. Действительно, люди, которые работали в очень сложных условиях, в непростых условиях действия режима чрезвычайного положения, долгие годы не получали. И, конечно, это большая поддержка конкретным семьям, конкретным работникам. К сожалению, многих уже нет живых уже. И это меня всегда эта тема, этот вопрос волновал, буквально с первых дней. И мы эту работу провели, и вы знаете, что вот первый этап выплаты проведены. Первый этап почти 500 миллионов рублей люди получили. Второй этап я давал время до 10 февраля произвести все выплаты, чтобы подготовить остальные документы для тех людей, кто еще не получил. Вот во время второго этапа выплат люди получили 1 миллиард 128 миллионов. То есть практически многие, и включая и офицеров, включая сотрудников милиции, простых милиционеров, постовых
сотрудников патрульно-постовой службы, в отдельных случаях и до 600, до 700 тысяч. То есть я не к тому, что хочу перечислить эту цифру, а сказать, что это, конечно, большое подспорье. И очень важно, чтобы эти люди получали вовремя. Здесь этот вопрос мы поставили на особый контроль, потому что очень важно, когда деньги приходят, чтобы они получали их вовремя, те, кому они положено, и без всяких проволочек. Потому что у нас артистов всегда хватает во все времена, везде, не только в Ингушетии, которые хотят поучаствовать в этих вопросах, значит, помочь в кавычках этим людям. Поэтому адресно люди приходят, деньги проходили на казначейство и оттуда на счет конкретного работника. И очень многим, я думаю, что вот та полученная сумма как бы помогла. И сегодня продолжается подготовка документов на третий этап, то есть люди, которые еще не успели получить, они получат то, что им полагается по закону, и я думаю, что эта работа будет проведена и дальше. А будут ли получать эти выплаты другие категории людей, то есть врачи, учителя, журналисты? Ну, мы попробуем изучить этот вопрос, потому что действительно, я думаю, что особенно врачи, и прокурорские работники, и представители судейского сообщества, и учителя, как вы сказали, особенно я вот хочу подчеркнуть, врачи в этот сложный период сделали очень много. И мы попробуем этот вопрос изучить, поставить его где соответствующим образом. И я думаю, что в одной из наших очередных каких-то передач я на этот вопрос отвечу. То есть этот вопрос вот благодаря вам мы сегодня зафиксировали. Если говорить о санитарном состоянии и благоустройстве городов, населенных пунктов у нас в республике, в каком состоянии? Вы знаете, эта проблема существует. Я не буду говорить, что она существует везде. Нас то, что где-то существует везде, нас в меньшей степени должно интересовать. Мы должны говорить с вами о том, что у нас происходит. В этом плане, вы знаете, что нам целое заседание правительства пришлось проводить по этому вопросу, когда находились отдельные главы населенных пунктов, которые говорили, что вот у нас там все хорошо. Приходилось показывать им фотографии и говорить, что вот оказывалось, что и представители нашей санэпидстанции отдельные, что они в определенных населенных пунктах вообще не бывает. То есть у некоторых наших руководителей как бы такое, ну и психология, к сожалению, такая, что вот если у меня дома там все хорошо, закрылась эта дверь, то, что будет там на улице, буквально за двором, это не волнует, это неправильный подход. Я особенно предупреждаю глав администрации. Значит, и вот вам, представителям средств массовой информации, пожалуйста, я вот на одном из заседаний сказал, показывайте нерадивых руководителей. Там, где в населенном пункте, в селе, в городе, районе, где значит, соответствующая неблагоустроенная территория. Я буду только вам благодарен за это. Потому что когда человек говорит, что вот у меня все хорошо, а у него в селе-то непорядки. Хозяин настоящий, руководитель, он должен утром встать, проехать населенный пункт, посмотреть, все ли у него в порядке. Особенно руководители, я вот обращаю внимание на руководителей частных фирм, государственных предприятий. Вот то предприятие, заправки там, неважно, что это такое, чтобы у них вот перед двором, не внутри здания там был порядок, а перед двором, перед их организацией должен быть порядок. И вот сегодня санэпидстанция должна работать, и глава администрации. И вот я вас просто призываю, вот как это было совсем недавно, в Назране, как это было в других населенных пунктах, показывать. А мы будем делать вывод, где мы сами не сумеем увидеть, где люди, мы будем делать вывод, насколько этот человек на месте или не на месте. Потому что порядок, он начинается с собственного дома. Понимаете? И вот я приехал в один населенный пункт, ну, значит, это, вы понимаете, дома у него, и у нас как есть поговорка, юрт дали, ца дали, вот дорога должна быть, адетта худырду удулш, как говорят старики наши. Понимаете? А это, если этого нет, если у этого руководителя дома как бы нормально, а он не считает населенный пункт, что это его общий дом, что это люди, которые проживают
что он должен о них заботиться. Но и люди должны понимать, что где попало свалки, особенно сейчас, вот мы это, субботниками здесь все вопросы не решись, но вот особенно сейчас, вот весна, дело к весне, вот снег уходит, и мы будем смотреть, потому что я не думаю, что нам придется еще заседание правительства по этому поводу проводить, потому что это должно быть, мы всегда отличались тем, что вот всегда был порядок и чистота, и экологически чисто должна быть республика. Поэтому здесь вот это надо делать всем миром. Всем миром. Ну и особенно те, кому это в силу функциональных обязанностей положено.